Георгиевская или Гвардейская – главный символ Великой Отечественной войны уже через несколько дней появится на всех улицах города. В преддверии этого праздника наши корреспонденты не только побывали на Казанском заводе, где производят ленту, но узнали и о других тонкостях этого символа 9 мая. С подробностями этой темы Эмиль Исламов. Они работают хорошо. Я говорю, пока меня нет, работайте хорошо. Да, слушают они меня. Работают. Ага. За 35 лет работы на трикотажной фабрике Раиля Ярулина с техникой начала разговаривать, а станки в ответ исправно работают. Ткут со скоростью 200 метров в час, только катушки успеваю менять. Горячая пора наступает у них к весне. Заказы на оранжево-черные ленты такие, что станки не выключают 24 часа в сутки. Мы уже привыкли. Правда говоря, закрытыми глазами работаем. На этом заводе с апреля месяца изготовили сотни и тысячи метров главного атрибута праздника Победы. Заказы здесь перестают принимать задолго до начала мая, чтобы потом весь этот поток оранжево-черных лент хлынул на казанские улицы. Уже совсем скоро на улицах нашего города появятся люди направо и налево, раздающие оранжево-черные ленты. Так называемая георгиевская лента для многих стала уже символом весны и весенних майских праздников. Однако мало кто задумывается о ее историческом происхождении. Более того, не все знают даже ее правильное название. Кстати, такие цвета для ленты выбраны не случайно. Черный и оранжевый – символ огня и пороха. Правильное же ее название – гвардейская лента. Гвардейскими во времена Отечественной войны называли, к примеру, полк, а его солдаты отличались именно такой лентой. Георгиевская лента – это уже совсем другое. Георгиевские ленты приравнивались к награде еще в XVIII веке. То есть их давали право носить героям, кавалерам Георгиевских крестов. Специалистов в области военной геральдики в городе не так много. Здесь же, в музее-мемориале Великой Отечественной, хранят не только вещи и экспонаты, но, что самое главное, традиции. Поэтому, прикрепляя куда-либо такую ленту на праздник, не стоит забывать, по крайней мере, все смыслы, которые могут быть закодированы в этом знаке. Гвардейские части, вон они, да, они имеют планочку именно черно-желтую. Когда вот на работу идет человек или там куда-то там на прогулку, чтобы не носить награды, носились как планки. То есть это, по сути дела, аналог награды. Аналог медали сегодня – популярный символ среди населения, позволяющий прикоснуться массам к сакральной для нашего менталитета теме Великой Победы. Обратной стороной такого масштабного идеологического хода неизбежно будет вульгарность, к которой, конечно, можно относиться по-разному. Эмиль Исламов, Максим Малов. Новости на Первом городском.